Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие и добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши донаты. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас. А тема звучит так. Чем удивят, чем порадуют и что для вас приготовили следующие 7 дней. Если тема интересна, загадайте, пожалуйста, на себя. Так и спросите, что ждет, что по судьбе в следующие 7 дней. И давайте посмотрим. Я думаю, все уже готовы, все уже настроились. Я убираю назад. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так. Смотрите, следующая неделя у вас прям идет в каком-то сотрудничестве, в дружбе, в коллаборации, в паре с каким-то замечательным человеком. У кого-то это совместный труд, да, совместная деятельность. Там, может быть, один проект на двоих. Либо на работе вы друг другу помогаете, может быть, по бизнесу помогаете. У кого-то это отношения, любовные отношения, когда вы просто 100% растворяетесь и погружаетесь в друг друга. Да, ничего вокруг не видите, не слышите, вы счастливы, и ваш партнер очень счастлив. Прекрасное время, вот прям тьфу-тьфу, да, вот как идеально все у вас происходит. Но у кого-то отыграется, что вы с близким человеком, с вашим близким, может быть, родственником, может быть, даже ребенком, как-то вот эту неделю прям на одном дыхании проживете, очень сблизитесь, будете много говорить, может быть, совместно что-то будете делать. Но масса удовольствия идет от партнера, да, либо от человечка, который рядом с вами. Вы видите, да, этот человек прям нам вышел с такими большими ушами, и на голове антенка. То есть человек будет вас слышать, он будет вас принимать, он будет реагировать на вас, человек будет вас радовать. В руках у этого человека для вас идут дары, для вас идут какие-то хорошие и добрые дела. Кстати, кому-то, может, повезет, и вы найдете очень хорошего, допустим, работника. Вам нужно что-то сделать. К примеру, да, сломалась, не знаю, какая-нибудь бытовая техника. Вы вызываете мастера, мастер приходит, делает ремонт, и тут же, знаете, как там, диагностику, может быть, там, проводки. Говорит: ой, а вы знаете, у вас проводка не в порядке, а давайте я вам сделаю. Да, и вы говорите: конечно, если есть проблема, давайте делайте. И человек вам и за низкую цену, и профессионально, вот знаете, все поремонтирует, поделает. Вы будете так рады, вы будете с этим человеком общаться. Приятный человек, да, во всех отношениях приятный человек. И прям, знаете, вот благость от человека к вам идет. Так, у кого-то, кстати, дружба идет. Дружба, может быть, с кем-то вы подружитесь. Либо ваш друг, подруга долго, например, отсутствовали, да, человек возвращается. Вот. И у вас тут разговоры, встречи, да, постоянно вы на контакте, вместе. Прям друг другом будете наслаждаться. Так, это замечательно. Да, вот вся неделя у вас в таком добром, позитивном ключе идет в общении, в любви, в радости и в удовольствиях. По поводу денег хочу сказать. Деньги. Деньги с левой стороны приходят. С левой стороны это то, что вы долго ждали, либо то, что приходит неожиданно. Получение каких-то вот сумм, либо в большем размере, либо, действительно, вы не ждали. Да, может быть, кто-то будет давать, передавать, долги возвращать, какие-то выплаты будут происходить. Но вот как-то для вас это идет спонтанная ситуация и очень приятная. Денег будет у вас много на этой неделе. Действительно много. Я не вижу у вас тут большие траты. Наоборот, вы, может быть, на что-то начнете собирать, на что-то экономить, какой-то мыслью заболеете. Я хочу купить то и то, теперь я буду собирать. И вот вам деньги эти пришли.
Ну, такое впечатление, что вам судьба посылает, да, высшие вам посылают, говорят, вот есть у тебя мечта, пожалуйста, вот тебе деньги, начинай собирать, да, либо иди покупай, подбирай себе нужный вариант и покупай. Как никогда вы будете довольны. Вот именно своим материальным положением вы будете очень довольны. Девчоночки, у кого-то отыграется, что от мужчины деньги придут. А мужчина, это может быть ваш мужчина, с кем вы вместе, да, заработает какую-то сумму, возьмет и вам все отдаст. Вот просто все отдаст и скажет, давай, ты знаешь, как с деньгами правильно распоряжаться, я там все трачу, не то покупаю, давай, пусть деньги будут у тебя. Вот. А ты уже будешь там выдавать, понимать, куда что тратить, там, подводить все эти балансы, сводить. Давай поступим так. Для вас это, конечно, будет прямо сюрприз, и вы будете поражены и, кстати, очень довольны. У кого-то отыграется, что бывший мужчина, ну, допустим, бывший муж, да, заплатит не только алименты, но и еще сверху вам денежку накинет. Может быть, от этого мужчины деньги придут. Может быть, вы там долго с ним судились, стягивали с него алименты, которые он не платил. И тут раз такая огромная сумма к вам падает. Да, потому что мужчина стоит на монетке, а монетка идет в вашу руку. Причем с левой стороны. Неожиданно, неожиданно, неожиданно приятно к вам идет. Так, а на работе. На работе у нас, в принципе, все спокойно. На работе у нас все в штатном режиме. Могут быть разговоры с начальником. Это не претензии, это просто обсуждение чего бы то ни было. Будь то рабочие вопросы, будь то карьера ваша, будь то повышение вашей зарплаты, будь то предложение вам, да, что-то поменять в вашем, например, трудовой деятельности, в вашем расписании. Несколько раз, возможно, будете общаться. Либо вас будут приглашать, может быть, на собрание, на совещание. Раньше, например, не приглашали, а тут вот раз и пригласят. Ваше мнение будет очень важно и очень ценно вашему начальству, вашему руководству. К вам начнут прислушиваться. Если вы там нервничали, психовали и думали, что ой, меня тут не любят, не ценят, то в эту неделю ваши отношения кардинально поменяются. Вы поймете, что вы важный человечек, вы важный сотрудник, и что да, вы важны руководству. Как бы, знаете, обратят на вас внимание. Так, по коллегам. Возможно, кто-то из коллег приболеет, заболеет, не знаю, в отпуск уйдет. Какие-то могут быть моменты, что вам придется замещать этого человека, либо с кем-то разделить, ну, скажем, ответственность, либо обязанности того, кто не вышел. В принципе, для вас это не будет сложно. И главное, обсудите заранее, будет ли вам это оплачено. То есть, если вы будете знать, что вам оплатят, то у вас и, соответственно, мотивация появится. Вы проще примете эту ситуацию. Так, если вы работаете с людьми, с клиентами, в принципе, клиентопоток у вас есть. Да, он не будет там превышать среднестатистическое значение по неделе. Будут дни, когда будет много работы, и будут дни, когда вы будете отдыхать. В принципе, нормально. Нормально, все у вас тут нормально, вы не устаете, вы не перерабатываете, все вот как-то в штатном режиме идет. Так, для тех, кто в поиске работы, есть варианты, есть возможности, вы выбираете, вы почему-то вот прям в эту неделю спешить не будете, вы будете думать. Возможно, кто-то вам что-то пообещает, будете еще ждать какую-то информацию. Да, спешить вы не будете, это точно. Так, кто получает какие-то выплаты? Выплаты, ну это не пенсия, это не зарплата, это как выплата какая-то идет, помощь, может быть, какие-то деньги вы получаете. Здесь могут быть деньги раньше времени. То есть вы думаете, что ага, там, в четверг, а заплатят вам, например, во вторник, да, либо денежка придет во вторник. Не забывайте проверять там оповещения, смски, как вам там приходят. Звонки, может быть, будут приходить. Раньше времени получите денежку. Тоже будет, кстати, очень приятно. Кто у меня живет раздельно с детьми, да, может быть, дети, взрослые, внуки, возможно, вас будут просить помогать вот какой-то семье, да, вот, например, семье ваших детей. Вы будете как на два дома ходить. Либо, может быть, кто-то из ваших родственников, либо знакомых людей уехал, и вас попросят, ну, допустим, поливать цветы, либо там, животное какое-то кормить, там, ухаживать, смотреть.
Я вижу, что вы будете посещать, вот как на 2 дома живете, да, и туда ходите. В собственном доме. В собственном доме могут быть проблемы действительно вот с каким-то мелким ремонтом, какие-то поломки могут быть, там лампа перегорела, там дверка отпала, да, что-то с бытовой техникой может происходить. Может быть, даже несколько раз подряд. Но это не какая-то магия, это не какое-то там колдовство и чары. Скорее всего, ну, действительно, вы не обращали внимания на то, что какая-то вещь нуждается в ремонте, либо в сервисе. Могут быть перепады в электроэнергии. Да, кстати, у кого-то будут проблемы именно с электроэнергией. Может быть отключение электроэнергии. Ну, как локальная, либо массовая, не знаю, какие-то моменты есть. Так что вы либо свечками запасаетесь, либо лампами. И старайтесь, чтобы ваши гаджеты всегда были заряжены на всякий пожарный случай. Почему-то вот именно сейчас показали провода, которые обрываются. Но я так понимаю, что это электроэнергия. Кстати, может быть и связь. Могут быть даже с мобильным оператором, например, проблемы. Ну, не у всех, у кого-то, да. Но тем не менее, вот такое предупреждение дали, значит, это важно. Так. Какие-то важные разговоры у вас идут, с кем-то вы постоянно будете на связи. Разговоры, именно разговоры. Вы какому-то человечку будете то ли помогать, то ли подсказывать, поддерживать, может быть, этого человечка. Там, родственники, друзья. У вас очень много времени будет уходить на эти разговоры, но вы какое-то важное дело делаете этими разговорами. Вам этот человек потом будет очень благодарен. Да. Ну, вот как... Я не могу сказать, что это для вас приятно, но вы делаете важное дело, вы кого-то поддерживаете. Так. Дороги у вас, в принципе, короткие повыходили. Либо вы далеко от дома отходить не будете, да, либо стандартные дороги. Дом, работа, магазин. Каких-то особых вот сложностей, проблем в дорогах я не вижу. Если вы ждете какого-то человека, да, человек уехал, должен приехать, вернуться, ну, либо раньше времени человек вернется, там, сказал, что приедет в 5, приедет, например, в 5 утра, либо человек сказал, что приедет там, в пятницу, а сам приедет там, в среду, допустим, да, то есть раньше времени получается. У того человека тоже короткие дороги к вам идут. Так, обещание. Здесь какое-то обещание, будет выполнено какое-то обещание. Кто-то давал вам обещание, клятву, обещание. Вот именно в эту неделю человек выполнит. Может быть, вы действительно ждете, переживаете, как там все получится. Все получится. Либо вы, например, забыли, что человек вам пообещал. Человек возьмет, да сделает, скажет: помнишь, я тебе обещал, либо обещала. Вот, пожалуйста, бери, пользуйся. Вам будет очень приятно. Приятно, что вас не подвели. Приятно, что человек не забыл о вас, да, не забыл о своих обещаниях. Так. Домашние животные вышли. Домашние животные. Это может быть что угодно, начиная от там, кошек, собак, заканчивая, например, если у вас свое хозяйство, там козы, коровы, свинки. Обращайте внимание, что либо кушают ваши животные, либо в каких условиях находятся ваши животные. Что-то может происходить, чтобы ваше животное не заболело, чтобы каких-то проблем не было. Вот именно следите за чистотой содержания животных и за тем, что вы даете кушать вашим животным, либо что животное может само скушать без вашего на то дозволения. Какие-то могут быть моменты, что у вас прям аж мурашки идут по спине, вы думаете: о боже, ой, собака грызет проводку, да, провод, либо там какой-нибудь кабель, а он подключен в электричество, да, у вас прям промурашит, страшно будет. Обращайте, да, вот лучше все это убрать, лучше заранее вот подготовиться, все убрать, чтобы у вас было все в порядке. Может быть, какие-то специальные, ну вот я видела, люди продают, да, пользуются такие вот пластиковые трубки, куда можно засовывать провода, чтобы животные не грызли. Ну а что касается крупных домашних животных, даже не знаю,
Я в этом совершенно не разбираюсь, но я думаю, что люди, кто содержит таких животных, вы понимаете, в чем может быть опасность. Так, с погодой какие-то могут быть сюрпризы. Либо будет очень тепло, не по погоде, либо наоборот, очень холодно и дождливо. Вы почему-то будете ругаться на погоду, вы будете говорить, ну как же так, ну как же так. У нас осень по расписанию, почему такая погода странная? Да, какое-то недовольство будете высказывать из-за погоды. Так. В семье, семья, родственники, близкие люди. В принципе, каждый живет своей жизнью, каждый занимается своим делом. Возможно, на этой неделе у вас не будет каких-то близких общений, ну вот в плане вы там собираетесь одной большой семьей, что-то обсуждаете, либо просто вместе проводите время. Я вижу, что каждый будет занят своим делом, и вы даже за эту неделю как-то соскучитесь друг по другу. Вроде как вы вместе проживаете, но как не получается все вместе посидеть, поконтактировать, время провести. Ну да, это жизнь, так иногда бывает. Так, дети, кто учится, школа, институт, там другие учебные учреждения, какие-то хорошие результаты будут на этой неделе. Вот ребеночек будет прям хвастаться, хвалиться собой. У вас будет желание перед кем-то похвастаться. Воздержитесь, лучше воздержитесь. Почему-то, ну вот как в последнее время, даже не на этой неделе, в последнее время, то ли среди ваших знакомых у кого-то проблемы серьезные, человек, ну как немножко не в себе получается, да. Ну понятно, что если у человека проблемы, то и свет не мил. И человек вроде в принципе адекватный, нормальный, но он чужие успехи, либо она чужие успехи как-то не принимает, да, наоборот, как прям боль чувствует. Ага, типа у тебя все хорошо, у тебя дети молодцы, а у меня все плохо. Как так? Это несправедливо. Чтобы вы случайно от этого человека негатив не поймали, либо какое-нибудь даже нехорошее пожелание в спину, лучше воздержитесь. Просто воздержитесь. Ну, береженого и Бог бережет, да? Знаете такую поговорку? Не надо. Ребенок молодец, похвалили. Хотите подарок, какую-то мотивацию придумайте, что им подарите, либо там, не знаю, какие у вас отношения. Может быть, вы денежку даете за хорошую успеваемость, либо что-то покупаете. Все, пусть это будет в семье, пусть из дома, из квартиры, да, вашей эта информация не выходит. Так. Кстати, кто-то будет обсуждать какую-то поездку, либо готовиться к поездке. Но на этой неделе вы не едете. Вы только лишь об этом говорите, вы это обсуждаете. Ну, максимум там вещи будете собирать. Какие-то у вас, не знаю, страхи, возможно, по поводу этой поездки. Но вы не того боитесь, вот честно. Боитесь проблем с документами, бумажки, документы, там, сертификаты, я не знаю, что там может быть, билеты, да. Вот с этим могут быть проблемы. А то, чего вы боитесь, это ерунда, там бояться нечего. Проверяйте, перепроверяйте все бумажки. Так, кстати, по поводу бумажек. Проверяйте чеки. Чеки вот на кассе. Если что-то где-то приобретаете, оплачиваете, чтобы у вас в чеках все было правильно. Многие люди это игнорируют, а вам вот прям показали, что бумажки. Для вас на этой неделе важны бумажки. Бумажки с циферками. Я так понимаю, это чеки. Может быть, какие-то документы. Все это проверяйте, чтобы все было правильно. Возможно, пригодится. Либо, например, вас могут обсчитать, а вы не сразу поймете. А так чек глянули, ага, почему такая сумма большая? Да, можно сразу все порешать. Так. Выходные у вас вот именно с этим человеком пройдут. Прям покуражите, повеселитесь и ну, вот как друг другу радость вы дарите с этим человеком. Вот именно суббота-воскресенье. Может, еще с пятницы, с вечера начнете. Вот, и прям проведете 2 дня подряд с этим человеком. Ну, кем бы он вам там ни приходился. Понятно, что у каждого своя ситуация. Прям максимальное удовольствие. Прям почувствуйте себя прям счастливым, отдохнувшим человеком, уравновешенным и человеком на позитиве. Вот. Такие эмоции вам будут доступны, да, благодаря тому, кто с вами рядом. Так, какая-то еще встреча вот отменится.
И вас, возможно, будут уговаривать до последнего, да, у вас, например, не получается, либо ну, вы там хотели встретиться определенной компанией, там кто-то может, кто-то не может. Встреча начинает отменяться, и вас начинают уговаривать, прям тащить. Вот иди и все, приходи и все. Если вы не хотите, вы чувствуете, что вы не хотите, отказывайтесь. Если какие-то родственники вас будут тащить к себе, тоже отказывайтесь. Доверяйте, кстати, своей интуиции, своему вот этому ощущению внутреннему. Если вам чего-то делать не хочется, либо вы считаете, что это делать не нужно, доверяйте, прям доверяйте. Какая-то пустая дорога может быть. Да, вы пойдете навстречу, а человек сам возьмет да не придет. Либо вы пойдете к этим родственникам, а они, ну, скажем так, не окажут вам радушный прием. Вот, и дорога вам пустая может выйти. Так, и еще важный момент, вот прям чуть не забыла. Здесь вот для какой-то взрослой женщины, ну, уже взрослая женщина, 60+, какое-то письмо идет. Письмо, может быть электронное, может быть бумажное. Вам придет письмо от мужчины. Это письмо заставит вас улыбаться. Это письмо заставит вас, ну, просто, вы знаете, как ощутить весну в сердце. Какие-то невероятные слова вам какой-то мужчина напишет. Не могу сказать, про что будет написано. Хочется сказать про любовь, но понимаю, что не у всех это отыграется. Какой-то прям сплошной позитив будет в письме от мужчины. Письмо, кстати, придет у вас где-то вот серединка недели. И сделает вашу неделю это письмо. Итак, мои хорошие девочки. Так, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.